Прямой эфир на Юргане продолжит программа «Детали дня» с Еленой Красильниковой. Елена, добрый вечер, вам слово. Спасибо, Александра. В деталях дня мы решили подробнее рассказать о Коми ВДНХ, выставке достижений и возможностей народного хозяйства, которая работала 2 дня в Сыктывкаре и была посвящена 95-летию республики. Ждем в нашей студии главного организатора, министра экономики Владимира Бармашова. Вы можете задать вопросы гостю или высказать свое мнение об этом проекте в прямом эфире по телефону 46 90 60. Конечно, многие из нас бывали в Москве на ВДНХ в разные годы, и в советские, и в постсоветские. Название этой выставки менялось, но первоначально 1 августа 1939 года ее открывали как всесоюзную сельскохозяйственную, чтобы продемонстрировать положительные стороны коллективизации. Масштабы комплекса были настолько грандиозны, что многие художники, композиторы и режиссеры стремились увековечить выставку в своих работах. Северин Арпа посмотрел культовые советские киноленты, прославляющие ВДНХ. В фильме «Подкидыш» 1939 года в сцене погони герои картины проезжают по главным площадям и аллеям Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. А вот и финал легендарной советской комедии «Светлый путь» 1940 года. Режиссер Григорий Александров приводит главных героев на ВСХВ. Роль передовой ткачихи исполнила Любовь Орлова. В фильме она летит на машине из Кремля над необъятной советской страной мимо скульптуры рабочего и колхозницы, проезжает через вход выставки и арку павильона «Механизация» и попадает в павильон «Хлопок». И финал картины тоже разворачивается у скульптуры Веры Мухиной. Марш энтузиастов Исаака Дунаевская затем становится гимном ВДНХ СССР. Что было песней, о чем вы грезили и что любили. Еще чудесней, живой сегодняшней словесной пыли. В 1941 году Иван Пырьев снимает музыкальную комедию «Свинарка и пастух». Главные герои встречаются и влюбляются именно на всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В павильоне садоводства они исполняют песню о Москве Тихона Хренникова. И это тоже одна из песен, которая неразрывно связана с ВДНХ. И в какой стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. У Коми ВДНХ тоже есть своя история. И для региональной выставки в свое время тоже строили павильоны. Об этом мы расскажем чуть позже. А сейчас о новой экспозиции «Достояние Севера», где представили себя муниципалитеты и предприятия, вузы и институты Коми-научного центра, финансовые организации и туристические компании. Если посмотреть на ряды предприятий и организаций, то я, например, насчитала 80 участников. И если мы разобьем их по отраслям, то у нас получится такая вот картина, вот самые крупные блоки. Итак, строительный комплекс – это и строительные жилищные компании, и дорожные компании, производство стройматериалов – 9 участников, сельское хозяйство – 8, наука и образование – 8, финансовые организации – 7, нефтегазовая промышленность – 6, энергетика и ЖКХ – 7, лесная промышленность – 5. Это самые такие крупные отраслевые группы. Наш корреспондент Даниил Ланков больше всего поинтересовался инновационными технологиями на Коми ВДНХ и даже попробовал их в деле. 20 муниципалитетов, 77 ведущих предприятий со всей республики рассказали о своих достижениях и показали самые передовые разработки. Все это в одном месте – Коми ВДНХ. Есть ли в нашей республике чем гордиться? Давайте узнаем. Первое, что привлекло мое внимание, это, конечно, инновации. Вот, к примеру, площадка Сыктывкара показала будущее лесозаготовительной и уборочной техники, прототипы беспилотных комбайна и харвестера. Водители этих машин смогут работать удаленно, чуть ли не из дома. Что нужно сделать, чтобы вот эта идея была воплощена в жизнь? Необходимо просто улучшить наши технологии, внедрить это в производство
изменить полностью технику производства. Это абсолютно другая технология. Ну, то есть ничего сложного, по сути, да? Ну, по сути, для нашей республики возможно все. Вот и я не пренебрег возможностью сменить профессию, пусть и на пару минут. Итак, сейчас попробую себя в роли водителя-харвестера. Так. И что, и куда? А куда он поехал? Он дерево ищет, наверное, да? Он сейчас упадет. Ни со второй, ни с третьей попытки харвестер под моим управлением ехать куда надо не захотел. Что ж, пусть лес валят профессионалы, ну а я пошел дальше, исследовать коми-ВДНХ. Здравствуйте. А расскажите, чем угощают в Усть-Илимском районе? У нас угощают кисели, ягодный, гороховый, молочный был, творог домашний. А можно что-нибудь попробовать? Можно. Давайте кисель, если можно. Можно кисель? Какой? Гороховый? Давайте гороховый кисель. Капуста покоми, череняне, Вот капуста покоми. Хорошая? Да. А это видно Спасибо, а мы пойдем на дальше. кефире, да, получается? С миру по нитке, а с каждого района республики по традиционному угощению. Из Печоры, к примеру, Хариус, Сысольский район привез дары леса, ну а Прилузье похвасталось знаменитой молочной продукцией. Отдельное место на коми-ВДНХ уделено народно-художественным промыслам и ремеслам. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы приехали? Я с Инты приехала. Расскажите, чем вы занимаетесь? Я показываю, демонстрирую искусство прядения. С давних времен, с Покрова и до начала поста девушки готовили себе приданные. Вот пряли, вот такими длинными морозными вечерами. Вот так сидели и пряли. Крупные предприятия республики поделились своими новейшими разработками. К примеру, уникальное для России и Европы производство топливных брикетов из угольного шлама. В Воркуте уже построена первая производственная линия. Будет подаваться заявка на развитие первого индустриального парка на территории Воркуты, основой которой станет как раз технология производства угольных брикетов из шлама. За 2 дня на коми-ВДНХ республика показала все то, чего успела достичь за последние десятилетия. Это возможности крупных промышленных предприятий, культурный и туристический потенциал районов, успехи сельского хозяйства и образования. Сегодня о коми-ВДНХ мы будем говорить с министром экономики Владимиром Бармашовым, главным организатором выставки. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы знаете, вот 3 дня уже прошло после закрытия выставки, уже можно как-то спокойно все проанализировать. Что получилось, что не получилось, какие были плюсы, а какие, может быть, минусы? Я могу сказать, что оценка итогов ВДНХ еще подводится. Я думаю, что оргкомитет по празднованию 95-летия подведет итоги и даст свою оценку в окончательном фазе. Но на сегодняшний момент уже можно сказать, что выставка удалась. Я беседовал с одним из представителей федеральных СМИ. Он сказал, что объездив половину страны, он не видел такого мероприятия, как у нас было в Сыктывкаре, и он сказал, что вы отработали на 120%. Тем не менее, я могу сказать, что были, конечно же, некоторые организационные недочеты, но благодаря тому, как оператор нашей выставки, как наши сотрудники отработали, это практически никто не заметил. То есть вы лично очень даже довольны? Да. Заметили ли вы, вот какой экспонат, может быть, был самым популярным? К какому больше всего зрителей подходило экспонату? Наверное, неверно будет с моей стороны говорить, какой из экспонатов или не стендов хотите никого был, обидеть просто. Да, из 100 практически 97 участников был наиболее ценен, но начиная с самой входной группы, где выступал коллектив, творческий коллектив Ижемского района, где там же происходила рядом чеканка монет, где там же происходили мастер-классы и так далее, и так далее, и так далее, я могу продолжать практически по всей выставке. Наверное, самый ценный экспонат, самый ценный стенд – это та синергия, которую удалось участникам выставки вместе добиться. Ну, наверное, я тогда по-другому задам этот вопрос. А лично вы чему удивились? Лично я удивился, даже сложно сказать, я удивился, наверное, неравнодушию посетителей выставки. Я удивился участию посетителей выставки, массовости этой выставки, потому как зритель, посетитель как раз, собственно, сам и отреагировал и показал, насколько ценно это было мероприятие. Вот это для меня, наверное, было более ценным. Это участие жителей Республики Коми, ее гостей.
Среди выставочных стендов Коми в ВДНХ выделялся макет тепличного комплекса в Емве. Это один из самых масштабных и перспективных проектов в нашей республике. Предприятие будет выращивать экологически чистые овощи, используя передовые технологии. К 2020 году ставится задача выйти на объем 26 тысяч тонн продукции в год. Создается 400 рабочих мест. Напомню, что подписано соглашение о возведении объекта с Краснодарским строительно-монтажным управлением. Инвестиции в проект составят 9 миллиардов рублей. Это нам всем уже известно, было несколько месяцев. Владимир Владимирович, у меня такой вопрос. Вы должны были начать строительство тепличного комплекса в сентябре. Сроки выдерживаются или сдвигаются? На текущий момент сроки выдерживаются. И я могу сказать, что буквально в ближайшие дни, начиная с завтрашнего дня, по проекту будут проводиться земляные работы. Уже жители Книжпоговского района могут увидеть технику, которая будет работать на тех площадях, где будут потом в дальнейшем строиться теплицы. Знаю, что ваше министерство пытается найти дополнительные источники финансирования. Все-таки очень масштабный, дорогой проект. И вы обращаетесь в фонд моногородов России, потому что Емва – это моногород. Есть какие-то подвижки? На текущий момент мы подготовили заявку и отправили ее как раз в фонд моногородов. Совместно с рабочей группой Внешэкономбанка данная заявка рассматривается. Как только появляется дополнительный источник финансирования и понимание по этому дополнительному источнику финансирования, заявка будет тут же рассмотрена и одобрена. Я думаю, что это случится в ближайшее время. Но мне всегда в таком случае интересно, а сколько идет процедура рассмотрения заявки? Но это не такой простой вопрос, потому это что 8 месяцев, 9 Нет, или быстрее? Я думаю, что до генерального соглашения как раз с фондом моногородов нам осталось несколько месяцев. Это до конца года, я думаю, оно будет подписано. Еще была такая информация, что Емва может получить статус территории опережающего развития, да, чтобы предприятия могли получить льготы. Какой шанс у Емвы? Очень высокий. Мы также отправили заявку в Министерство экономического развития Российской Федерации. Данная заявка там уже рассмотрена в рабочем порядке. И в случае, если мы устраним все недочеты по этой заявке, то как раз территория опережающего развития Емва может даже получить быстрее, нежели чем заключить соглашение с фондом моногородов. Ну, давайте вернемся к нашей выставке «Достояние Севера». Мы, кстати, поинтересовались мнением зрителей, провели небольшой экспресс-опрос, и я предлагаю нам послушать его. Да. Больше всего мне понравилось, как поют и плетение. Мастера. Вот то, что они делают своими руками, то, что наша природа все-таки богата. Очень удивилась, очень интересно. Никогда не думала, что у нас так много всего здесь делают руками народные. Ну, гордиться республикой можно все, тем же лесом. И что делают из леса здесь? Много народу, много интересного, хочется посмотреть. Богатый Ижемский район, Капкиросский район рядышком с нами стоят. Интересуются люди, подходят, смотрят, пробуют ихнюю продукцию. В общем, есть, я скорее всего думаю, что есть чем гордиться. И вот если посмотреть социальные сети, на фоне каких экспонатов чаще всего фотографировались гости Коми ВДНХ, то получится вот такая тройка лидеров. Рамка, стилизованная под старый советский телевизор, на первом месте. Лебедь из белых цветов на втором. Ну и героиней многих снимков стала коза Майя из Книжпоговского района. Ее молоко можно было попробовать прямо на выставке. На Коми ВДНХ свои разработки показывали, конечно, и ученые, я об этом говорила. Но вот наших ученых очень беспокоит, что открытие технологий не внедряется в производство. И сейчас у нас на прямой связи по скайпу Павел Кривошапкин, председатель Совета молодых ученых и специалистов Коми. Павел. Да, добрый день. Отличная связь. Скажите, пожалуйста, какие самые серьезные открытия, на ваш взгляд, сделали молодые ученые республики? Вы знаете, целый перечень можно говорить. Ну, давайте пятерку назовем. Пятерку, да? Ну, скажем так, можно отметить тех молодых ученых, которые были отмечены высшими наградами у нас в нашей стране. Да, это премия президента, это стипендия президента, это грант президента. Да? Два из них это у нас биологи, как вы, наверное, все знаете, биолог о работах по изучению старения. Второй это грант президента
России Андрей Осипов, он занимается у нас, соответственно, тоже биолог лесами. И третий — это стипендия президента была получена у нас, химик Кривошапкина Елена. Она получила за разработку новых материалов для очистки отходящих газов от угарного газа. Вот скажите, пожалуйста, как вы продвигаете результаты своих трудов? Вам помогают производственники? Вы знаете, здесь две стороны медали, да, то есть первая сторона, если, скажем так, разработка была сделана по заказу государства, по заказу госкорпорации или какой-то частной компании, то здесь вроде бы как проблем нет, соответственно, это изобретение, оно само собой будет внедряться. И вторая сторона, если человек, ученый, сделал свое открытие, изобретение в ходе своих фундаментальных исследований, то перед ним, конечно, встает проблема внедрения своих разработок. И здесь, к сожалению, очень, скажем, тонкая связующая нить между ученым и производством. Раньше такую нить выполняли отраслевые институты, сейчас ученые сами пытаются внедрить свои разработки, при этом как бы немного отходя от науки. Павел, спасибо вам за информацию. А у меня вопрос к Владимиру Владимировичу. Вот когда же мы нашим инноваторам будем помогать все-таки? Есть эта проблема? Эта проблема действительно есть. Вопрос коммерциализации науки, он стоит достаточно остро, но я при этом могу сказать, что мы помогаем инноваторам. И даже в рамках работы как раз выставки, если посмотреть и проговорить с Институтом сельского хозяйства и тем же проектом по тепличному комплексу, им удалось наладить между собой взаимоотношения. Я думаю, что у этого взаимоотношения есть свое будущее, и там дальше уже те наработки, которые есть у Института сельского хозяйства, они смогут реализовать в полной мере. Но ваше ведомство помогает как-то инноваторам? Да. Вы отслеживаете эти умные головы, смотрите, чем они занимаются? Мы всенепременно как раз в течение всего года отбираем проекты совместно с фондом Бортника, то, что у нас называется, это фонд поддержки малых форм хозяйства в инновационной сфере. И там есть ряд направлений, это программа «Умник», программа «Старт» и так далее. Поэтому эти направления работы министерства, они имеют место быть, и мы с удовольствием ждем инноваторов у себя в стенах министерства. Но я хочу сказать, что на Коме ВДНХ рассказали о новом проекте. В республике создается Дом национальной этнической моды, который объединит этнодизайнеров. И на выставке зрители увидели дефиле. Давайте посмотрим фрагмент. Сейчас у нас на прямой связи по телефону президент Коми ремесленной палаты Ефим Канев. Он активно продвигает проект Дома национальной этнической моды. Ефим Тихонович, добрый вечер. Добрый вечер. А когда же мы увидим этот Дом этнической моды, где он будет находиться? Когда вы его откроете? Вот проект создания Дома национальной и этнической моды мы разрабатывали уже в течение нескольких лет при поддержке Министерства экономического развития Республики Коми совместно с Министерством национальной политики Республики и с Домом дружбы народов Республики. Вот. Сейчас мы вышли на финишную прямую. Мы сегодня презентуем уже состоявшийся Дом национальной этнической моды. И хочу сказать, что мы еще только в стадии становления, но уже выполнили больше 50 заказов из разных районов и городов Республики Коми. А вот я хотела у вас уточнить, все-таки вот главная задача какая? Это сохранить национальные костюмы, вы будете шить их там для артистов, для ДК, или продвинуть современную одежду в этностиле?
Но наша главная задача сделать модным нашу национальную одежду, моду. Вот. И также разрабатывать этнические наши модели, чтобы вот больше и больше наших жителей республики носили нашу одежду, сшитую и созданную нашими мастерами из натуральных материалов. Здорово. А сколько же человек у вас в команде? У нас в команде, кстати, работает 11 человек, но еще по договору в республике у нас очень много творческих людей, больше 50 человек. Спасибо вам, Ефим Тихонович. Успехов вам. Будем следить за вашими результатами. Приглашайте нас на показы, а мы прервемся на короткую рекламу. Программа «Детали дня», и мы говорим о возрожденной в республике Коми ВДНХ. Я предлагаю посмотреть старые фотографии и вспомнить историю нашей республиканской выставки достижений народного хозяйства. Эта фотография сделана 22 августа 1931 года, в день десятилетия со дня образования Коми автономной области. Тот первый юбилей республики праздновался очень широко, в духе советского времени. Народные гуляния, концерты, речи партийных деятелей. Более торжественно и широко отмечали 25-летие автономии Коми-края в 1946 году. Минул год со дня Великой Победы, и власти нашей республики хотели устроить настоящий праздник и для солдат-победителей, и для тех, кто 5 тяжелых военных лет трудился в тылу. Поэтому задумали нечто особенное – открыть выставку достижений народного хозяйства. Для этого на территории Кировского парка в Сыктывкаре построили павильон, проектировали который 60 инженеров, оформляли 18 художников и архитекторов. Достижения народного хозяйства в виде 7000 экспонатов собирали несколько месяцев, и для их размещения потребовалось 5 зданий. Был, например, зал леса, зал сельского хозяйства, зал нефти и газа. Было на что посмотреть и чему удивиться. Открылась выставка 22 августа 1946 года, и за 5 месяцев на ней побывали более 70 тысяч человек. К сожалению, в 60-е годы павильоны выставки достижений народного хозяйства были разобраны. Но, тем не менее, в 1976 году, к 50-летию Коми автономной Советской Социалистической Республики, выставку достижений народного хозяйства провели вновь. Считается, что первую выставку достижений народного хозяйства республики провели в 1936 году на территории нынешнего Кировского парка. И сейчас у нас на прямой связи по телефону историк Михаил Таскаев, который писал научную работу как раз по этой выставке. Михаил Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как зрители, местные жители отнеслись к этой выставке? Был ли какой-то интерес? Хочу сразу заметить, что все-таки первый раз выставка достижений народного хозяйства была не в 1936 году, а в 1931, как раз в год, когда отмечалось десятилетие Коми автономии. Она называлась «Павильон», называлась просто «Юбилейная выставка», а в 1936 году, когда уже отмечалось 15-летие Коми автономии, она была более организованно проведена, с большим размахом. Интерес был чрезвычайно высок. Публика за несколько дней посетила экспозиции, которые размещались в Доме печати, который построен был как раз в 1935 году. И, очевидно, были какие-то смотровые площадки в парке, потому что демонстрировались не только, допустим, там какие-то корнеплоды, скажем, там картофель, арбузы, помидоры, которые не виданы были для Коми, но и тракторы, сталинец, ХТЗ, лошади какие-то там породистые, коровы. Выставка вызвала очень большой интерес. Михаил Владимирович, а вот на новой Коми ВДНХ вы были? Можете сравнить? Нет, к сожалению. Ну что ж, очень жаль, Владимир Владимирович. Вот вы, наверное, тоже изучали старые фотографии, старые документы. И что-то наверняка перенимали из советского опыта. Что именно и что свое привнесли в этот проект?
Мы, конечно же, смотрели. Мало того, мы сделали экспозицию фотографий на ВДНХ, на нашей выставке «Достояние Севера». Я могу сказать, что одной из особенностей нашей выставки это то, что были как раз презентации тех, кто участников выставки в течение 2 дней. У нас были выступления творческих коллективов, у нас были мастер-классы. Все это позволило как раз сделать выставку более насыщенной, более интерактивной, динамичной и более запоминающейся. Поэтому вот я думаю, что вот это мы использовали впервые. Я знаю, что гостями ВДНХ была большая делегация из нашего соседнего Ненецкого автономного округа. Такой формат заинтересовал губернатора НАО. И он лично познакомился со всеми экспозициями. Понятно, что большой интерес гости проявили к недропользователям. Вот предлагаю посмотреть комментарий. Здорово, что они размещены на той площадке, которая по умолчанию является массовой, где большое количество людей в большом торговом центре, то есть сюда может прийти любой житель и посмотреть, ознакомиться. Нам очень понравилось. Мы даже обсуждали с губернатором НАО возможность организации что-то подобного в Ненецком автономном округе. Естественно, есть опасения, что у нас не будет такого количества предприятий, потому что, в принципе, моноэкономика, ориентированная на добычу углеводородов. Но, тем не менее, идея очень понравилась. Молодцы, здорово. Будем стараться развивать и в нашем регионе что-то подобное. Вот я знаю, что вы такую цифру озвучивали. 50 тысяч человек посетили Коми ВДНХ. В принципе, солидная такая цифра. Так ли это или больше? Больше. Это в первый день выставку посетило 55 тысяч, порядка 55 тысяч человек. Во второй день это чуть больше 47 тысяч. И того за 2 дня выставку посетило более 100 тысяч человек. Но вот, на мой взгляд, было немного тесновато все-таки. И я знаю, что к столетию Республики Коми будет строиться новый выставочный комплекс. Так ли это и сколько это будет квадратных метров? Такие планы действительно есть. Говорить о том, сколько это будет квадратных метров на текущий момент, наверное, преждевременно. Все зависит от концепции этого объекта, потому что планируется ли его использовать с точки зрения развлекательных мероприятий или еще что-либо. Могу сказать, что по моим оценкам, но здесь нужно понять, что я не совсем специалист в этой области, это не менее 4, но порядка 6 тысяч квадратных метров этот объект должен быть. Я думаю, что детали по этому объекту и по его площади, по его месторасположению, но это надо будет уже отдельно смотреть в привязке к местности, в привязке к конкретному инвестору и так далее. Вот мы сегодня созванивались с одним из участников, это ижемская делегация, и вот они предлагают на Коми ВДНХ ввести медали, как это и положено на выставках. И сегодня в нашей программе дала комментарий руководитель администрации района Любовь Терентьева. Давайте послушаем. Ну, во-первых, я несколько слов хочу сказать о том, что гордостью нашей выставки была бронзовая медаль, полученная ижемскими купцами в 1900 году на Всемирной выставке в Париже, где участвовало 35 государств. Выставка, когда мы просмотрели несколько раз все экспозиции, она вызывает чувство гордости. Сохраняется коми-традиции, коми-культура, коми-язык. И в то же время много со временем шагает инноватика в промышленности. И было бы замечательно, чтобы эта выставка проходила ежегодно. Мы бы привезли еще больше участников, да и не только мы. И хочется пожелать, чтобы эта выставка была красивым началом развития республики, возрождения республики, чтобы появлялись новые медали в наше время со всемирных выставок, и чтобы уже наши потомки гордились нами. Ну как вам такая инициатива? Думали вы об этом или нет? Это замечательные слова, есть замечательные мысли. И могу сказать, что не зря Ижемский район, собственно говоря, открывал выставку. То есть сразу же при входе в торговый центр, на входе там располагался, то, о чем я говорил, уже творческий коллектив. И дальше, собственно, был стенд Ижемского района. Относительно медали могу сказать, что по итогам текущей выставки мы с заместителем председателя правительства Алексеем Геннадьевичем Старцевым обошли всех участников выставки и каждому из них вручили диплом. Но медаль-то появится? Будем на это надеяться. Главное, что на текущий момент один из уроков выставки – это то, что теперь в следующий раз те участники, которые, может быть, где-то там немножко
слишком легкомысленно подошли к формированию своей экспозиции, уже будут задумываться и будут стараться сделать не хуже. Потому что я видел, как ряд руководителей, например, муниципалитетов ходили по выставке, смотрели на стенды других муниципальных образований. Ну и сделали говорили какие-то выводы. Да, и, конечно, сказали. Владимир Владимирович, спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо за ваше интервью. Думаем, что проект будет жить и на будущий год. Мы сходим на Коми ВДНХ. Завтра смотрите «Детали дня. Личный прием» с руководителем администрации Вуктыла Виктором Крисановым. Всего вам самого доброго. До свидания. Посидим.